Так, идет у нас обслуживание везеля. Вот такого вот, зелененький, красавчик. Сегодня мы его помыли, поехали на автомойку. Двигатель тоже помыли, все. Вот так вот. Что там, Макс? Что расскажешь по машине? Сальник моросит? Да, первичный вал, да, моросил. Угу. Вторичный. На маховике, ну не моросил, но поменять надо. Угу. Это, так, сцепление нормальное. Угу. До выжимного подшипника пока не дошел. Посмотрим. До выжимного не дошел. Там смазка. Сальник уже этот поменял, да? Это да, поменял. Угу. Поменял, собрал уже все обратно. Он уже обслужен все. Угу. Тут Здесь тоже тут уже осталось поменять сальник. Этот Это я вариант. сделаю, хорошо. Я сейчас его включу. Угу. Ну, вытащу. Че выжимной? В каком И- состоянии? Разбирал, смотрел? Да, нет, его просто сейчас выбить надо. Ага. Я его продул, пыли много было, конечно. Ага. Прилично. Но он так-то вроде бы, братан, не сильно. Шумит? Так, немного. Я бы не сказал. Ну да. Нормальный такой. И крутится нихуя. Ну он сухой, конечно. Ну, сухой, ага. Но он в хорошем состоянии. Корзина толстая, смотри какая. Да, толстоватая. Прилично, короче. Четкая корзина вообще. Вон. Я могу посмотреть. Вот видишь, и такие есть Угу. насечки. Это очень Не. хорошо. Сцепление нормальное у него. Угу. Такая. Ну все, сейчас обслужим, Всё. поставим и все. И будет ездить еще, радоваться. Ну, его надо выбить. Молодец, приехал вовремя. А то вот ждут все, вот когда вот такое случится. Не надо допускать до такого. Оригиналы надо беречь. Их очень трудно достать. Эти подшипники. Что, выбить? Да, выбьем, давай. Сейчас я выбью. Ну что, достали мы сцепление. Вот так вот. Все, много грязи, пыли. Сейчас будем доставать, смотреть, что с подшипником. Отвертки где большие все. Такая, как гудрон стала. Сухой. Густая, короче, стала. Угу. Ну, рабочая все, целая. Ну, рабочая, да. Сейчас будем смотреть, что с сепараторами происходит. Тоже сухо, да? Ну, еще влажненькая, но уже такая. Ну, густая Ну, стала. густая. Как гудрон. Ага. В гудрон превращаться начинает. Нормальный подшипник вообще, Даже по-моему. люфта-то нет. Ну. Вообще нет. Угу. Прикинь. Вот это состояние более-менее. Ну, сейчас сепараторы проверим, если целые. Братан, бенз, по-моему, надо тебе покупать. Бенза не было. Сейчас Андрюху повезу и бенза куплю, наверное. Достаем сепаратор. Этот пыльник. Он целый. Вроде целый. Он целый, брат. 15-й, 09-й, 14-й выпуск. 15-й год, да? Угу. Нормально. Германии. Да, все целенькое. Ну все, сейчас помоем, набьем хорошей смазкой, нашей любимой. И будем ставить все назад. Ну, это пыльник снимаешь, вот, всё равно, вот сразу люфт у него появится. Ну понятно. Вроде бы как бы ничего треснутого я тут не вижу. Бля, ну с той стороны хуй его знает. Угу. Неизвестно. С той стороны тоже, по сути, надо посмотреть. Но если бы он треснул, наверное. Люфтил бы еще больше. Шумел бы. А шума-то как такового нету. Ну, он как бы без смазки, как будто. Ну, в общем, нормальные подшипники, нормальное сцепление. На этом визельке мы его сделаем сейчас. И будет он у нас ездить четко. Че, Макс? Помыл подшипник, уже вот такой чистый весь. Ну, хорошо. Сейчас подготовили шприц с нашей смазочкой костров. Сейчас будем забивать сюда везде. Подшипник вот такой чистый уже. Сейчас будем его набивать смазкой. Сцепление продули тоже от пыли. Нормальное уже.
хорошо? Шарики нормальные? Да, вроде ничего не сломано. Не так уж важно. Всё не так уж важно. Всё не так уж важно. Мне под кожу, мне запустить дельфина в стаю. А мы в сопке у подножья, где я тебя настигаю. Режем мы полоски длинные, разветвляем юность стада крабом. Так зеленые, красивые остаются с нами рядом. Тонешь, тонешь, не потонешь. Ты сломаешься однажды. Поставили новый сальник все-таки. Новый сальник поставили сюда. И туда тоже новый сальник поставили. Подшипник Ну, Макс смазал. Подшипник тот маленький смазал, имеешь в виду, да? А. Такая сбитая стала. Ну, здорово. Шума-то нет. Вообще нет. И такая тугенькая стала. ну она раскрутится Ну. нормально. Ну все, четко ставим. Понятно? Мгм. Круто. Ну, с маской ничего нигде не влазит. Сейчас ставить будем. Чисто. Нормально. Что у него? Линки у него живые? Деньги мертвые. Мертвые линки, да? Деньги мертвые. Здесь у него Тоже не крутится, да? Не как... этот, у него супер клинит. Да, Супер. надо. А там заебись крутится. Вот здесь попробуй. И там. Вот это. Ух, ни хрена. Заедание. И там попробуй. А здесь вообще спокойно. Да, суппорта надо обслужить. Суппорта надо ему обслуживать по-любому. Надо разбирать, все делать. Короче, Макс все собрал. Практически начинает замену масла в коробке. Что, ты слил масло, говоришь? Сливаю вот. Ага. И что Вот, там? короче, вот так это было. Пружинка, короче, неправильно поставили, да, при Ага. замене масла. Да, есть такая кострушка. Приличная. Блядь, нихуя. Прилично. Вот так это делают. Вот Не это, знаю, кто вот это. это, короче, стружка Очень хорошая стружка. не фильтровалась. Да, много стружки. Но она не фильтровала, получается. Ну, получается, ну, она хуй поймешь, куда она отбивала, отбрасывала вот это. Масло черное. Да нет, не черное. Масло не черное. Масло нормальное, Они да? вот, видать, недавно меняли, Угу, скорее всего. И как-то вот так вставили. понятно. Как обычно. Сейчас хозяину покажем. Правим. Будет знать, где не менять масло. А масло хорошее, да. Не черное. Дроссель обслужили. Почистили. Вот такой чистый будем ставить. Был грязный, да? Да, грязный был, ага. М, Скорее всего, 100%, мне кажется, был. мгм. Ну, у него, Или по-моему, не было? по сканеру, по-моему, нет. Не показывал. Ну, грязно было. Ну, Прилично. ну, сейчас нормально. Сейчас машинка поедет. Все обслужили. Да. Так-то, в принципе, в хорошем состоянии тачка, да? Да. Не разбиралась, ничего. Фишки не, Не слом- разбиралась. Не разбиралась. разбиралась.
Это хорошо. Шаровые надо поменять. Тут вот пыльник на шаровый тоже. Это самое порванный. Так что по ходовке останется вопрос и все. Заливаем масло свежековое. Ну, потихоньку. Давай, подержи. Лечь. По чуть-чуть, да. Да, то оно, блядь, начинает это выливаться. По чуть-чуть, потихой. Красивое масло заливаем. Цвет мне прикалывает вообще. Да, как мне- вишня, да, такой? Да, мне запах это тоже нравится. Запах мне даже Нормально. прикалывает, ага. Хамамарка тоже запах такой какой-то странный у него. Ну, Ну, как бы нормально. нравится человеку, Ну, да? Не дурманит, ага. Ну, прикольное масло. Ага. Некоторыми местами хуй где открутишь. Я так прикручиваю, что хуй ты открутишь. Лишний. Чтоб лишние не крутили. Лишние. Все. Установка кондиционеров, если что. Обращайтесь. Не, не надо. Идет процесс калибровки робота после обслуживания выжимного механизма. Все хорошо. Усилие прошла. Слушать пришел. Завели машину. Запускаем все. Сейчас обучение дросселя идет. Все хорошо. Сейчас подшипник вообще, по-моему, не слышно, да? Вообще тихенько работает. Клапана у него что-то пощелкивают, да? Ну, немного. Ну, сейчас бросили, обычно, Он лучше в себя придет, но. греется, что-то лучше станет. Все, везеля мы обслужили вот такого. Завтра останется. Ну, что мы сделали? Вытащили оттуда выжимной подшипник, смазали его, набили смазкой, поменяли два сальника, поставили коробку назад, откалибровали все, дроссель почистили, откалибровали, прошли адаптацию ротора, электромотора. Ну и завтра я буду все это делать повторно. Почему? Потому что завтра я буду заливать в нее прошивку. Вот. То есть обновление будем ставить сюда. Завтра мы поставим на нее два обновления. На двигатель, на коробку. Ну и в принципе все на этом. Будем завтра. Будет это все завтра у нас. Поедет круто. Машинка очень хорошо едет, в принципе. Никаких нареканий нет. По ходовке даже, в принципе, все нормально. Но вот визуально мы увидели, что линки были убиты. А так ничего не брякает. Как бы ни нареканий нету на ходу. Поэтому вот такая тачка получилась. Круто. Как пошла прошивка у нас робота. Заливаем прошивку J690 вместо J630. Идет стирание блоков. Шьем прошивочку. Прошла передача данных. Зашивается прошивка на робота. Дальше будем шить блок ДВС. Так, вторым этапом заливаем сразу прошивку 3180 на двигатель. Пошло передача данных. Робота мы прошили удачно, все хорошо. Сейчас тачка откалибруется.
Ну и в принципе все. Теперь на этом везеле вот такой вот менюшка на калибровке роботизированной коробки. Здесь было первым пунктом раньше не перезапуск ТЦМ, а сборка муфты под давлением. Сейчас уже вот идет перезапуск ТЦМ. Ну и все остальные пункты тоже подизменились. Теперь работа робота будет теперь намного лучше. То есть она будет работать по последней прошивке. Это обновление придумали японцы. Вот. То есть они дорабатывали каждый раз, каждый год свою прошивку. И вот эта прошивочка теперь будет в этом везеле. Машина 15 года, а прошивка у него уже более современная. И переключение робота будет намного мягче. И сцепление будет у него беречься. Вот так вот это все работает. Вот еду, калибрую в динамике. Ни одной ошибки не горит вообще. Переключается мягонько. Все хорошо. Все, машинка летит, едет, все замечательно. Ни одной ошибки не горит на приборном табло. Едет бодро, шустро, все калибровки прошли. Вот такой комплекс большой машины сделали. То есть очень великий комплекс. Обслуживание выжимного, прошивка, обновление ПО. Потом сейчас мы еще загоним ее, будем колодки менять. Хозяин колодочки купил. Сейчас мы колодочки поменяем. На передних колесах колодки подтертые, поэтому надо поменять. Сейчас буду калибровку ротора электромотора еще делать. В общем, тачка настроенная с нуля, так как у нее блоки были прошиты. Настройки все слетели, поэтому заново все это дело надо настроить. Ребята, вот так вот в ЕВ все работает. Машина полностью у нас обслужена. Вот такой вот визелек. Красавчик на самом деле. Цвет прикольный, на любителя, но прикольный. Мне нравится такой цвет. Он как бы как хамелеон. Здесь он получается, днем он темный, вечером он чуть-чуть светлее становится. Вот. Прикольная тачка на самом деле, в очень хорошем состоянии. Таких машин у нас приезжает очень мало, потому что она мне мозги не трепала вообще ни разу. До этого тачки ехали, до этого, которые мы машины обслуживали, 3 штуки, они нам всю голову просто заколебали. Вот. Вот до этого черный везель был, он вообще как бы, ой, блин, и прошивки не было как бы, и ничего. И как бы вот так вот, в общем. Ну, прошивка не заливалась, не хотела заливаться. А вот тут вот машинка вообще нормальная, в принципе, в хорошем состоянии вся. И по электрике проблем нет. И по ходовке, в принципе, она не брякает, ничего. Сейчас я ему поменяю колодки. Накладки на ней очень слабые. Ну, есть они, конечно, но лучше поменять. То есть клиент сам купил сейчас накладки, уже все. Мы сейчас будем это делать. В общем, вот такие, ребята, дела. Такой везель. Погода сегодня отличная. А я прокачусь на нем. Вот, дэшечку нажали. Обязательно ручник надо ставить. Вот, с ручника я снимаю. Фары включаем. И поехали на электротяге спокойненько. Сейчас она будет ехать без рывков, без пинков абсолютно. Так, что такое? Все. Ни единой ошибочки нет. Батарейка на полниках. Все заряжается. Вот, допустим, я разгоняюсь. Смотрите, как она идет. Уже до сотки почти. Это так, маленький тест-драйв. Она очень хорошо как бы разгоняется, подрыв хороший у нее стал. И как бы тачка будет сейчас еще чуть-чуть экономичнее, потому что у нее батарейка сейчас лучше будет заряжаться на этой прошивке. В общем, такая вот машинка интересная получилась.
калибровки вся прошла вообще идеально. На 2 раза аж почти, ни одной запиночки. Все. Теперь клиент будет ездить с кайфом. Он будет уверен за нее, за эту машину, что у нее все в порядке. За подшипник может тоже пока не переживать вообще. То есть он смазанный, все хорошо у него, он будет свой ресурс сейчас держать. А те, которые до 100 тысяч не обслуживаются и подшипники, в группах столько вот этой вот херни развелось. Я даже не хочу в группы Honda заходить уже, потому что такую хиромантию пишут. Тот лучше, у того дешевле, у того лучше, у того плохо. Эти накосячили. Вот это вот каждый день там вот это бла-бла-бла, заебали, честное слово. Просто вот хочется вот, ну, не хотите ездить обслуживаться, не надо, мы же не заставляем. Почему мы должны кого-то заставлять? Вот. Кто не хочет обслуживаться, не обслуживайте свои машины. Потом будете приезжать на эвакуаторах. Но запчастей у нас уже очень мало. У нас уже есть своя клиентура. Подшипники будем держать конкретно для них. Вот. Подшипники я не продаю отдельно, как другие мастеровые делают. То есть люди работают, чтобы чисто, я не знаю. Я работаю для кайфа. Я кайфую от этой работы. Вот. Деньги зарабатывать, конечно, надо, но у меня нет стремления сильно гнаться за ними. Вот. То есть я работаю для кайфа. И у меня вот такие цены. Хочу работаю, хочу не работаю. Вот как бы так. А то есть такие, вот у тебя цены дорогие. Ну да, дорогие. У меня это все в наличии есть. У меня удобно. У меня все хорошо. Машину загнал, делаем без вопроса. Никаких вопросов нет. Ты платишь деньги, я оставлю тебе нормальную запчасть. Вот. Качественно ставим. А все вот эти вот моменты, там у тебя дорого, недорого, ну, пожалуйста, полный интернет этих запчастей. Покупайте от китайских. Там кто за что найдет. За 8, за 16, за 15, за 25, без разницы. Кто контрактный, там тоже цена начинается от 60 тысяч рублей и выше. Вот. Хотите, покупайте. Но это коты в мешке конкретные. То есть мы сами их не покупаем, эти запчасти, потому что мы делаем их сами. То есть мы эти запчасти собираем конкретно. У нас есть запчасть, мы ее просто берем и собираем из кучи, как лего. Вот. Мы вот так работаем. И наши подшипники все проверяются полностью. На герметичность, на шумы, на все мы проверяем. Вот. А то, что вы купите в магазине или где-то там, ну, там оно не проверенное, как бы так. Поэтому я бы на вашем месте 100 раз подумал, отходить от сервиса, там, ругать сервис или еще что-то. Нас поругали. Да бог с тобой. Не хочешь, не надо. Мы тебя записали. У нас такая тачка уже обслуживаться не будет. Все. Кто будет у нас обслуживаться, кто обслуживается, кому нравится наш сервис, те будут здесь обслуживаться. Вот мы вот как бы вот к такому выводу пришли. Все остальное нам по боку. Вот. Хотите, приезжайте, хотите, не приезжайте. Вот как бы так. Кто приезжает, мы будем машины с кайфом ремонтировать. Так что, ребята, ставьте лайк. Вот на такой вот я нотке заканчиваю свое видео, в принципе. Свой клиент всегда, как говорится, найдется. И свой мастер для каждой машины найдется тоже всегда сам. Вот, как бы так. Но как будет машина рада какому-то мастеру или какой-то запчасти, это уже совсем другой вопрос. Вот. Бывают, конечно, всякие ситуации. Вот. Машины у вас приходят не идеальные. Бывает, с ними приходится париться очень сильно. Всех машин мы тоже знать не можем, потому что одна машина, вот как вот эта, допустим, в идеале делается, другая машина в идеале делаться не будет, потому что у нее куча проблем. Эти проблемы мы выявить на данном этапе даже на диагностике не можем. Бывает, что их нету. На сканере они не показываются, эти проблемы. Но они потом, эти ромашки, выползают, когда начинаешь делать какие-то манипуляции с тачкой. Вот это называется попадос. Как вот у нас в том случае с тем везелем черным. Он не хотел никак сшиться. Стоит Пандора долбаная.
и срет в ОБД разъем какой-то сигнал. Прошивка идет до 50% и все. И все. И она не шьется. И назад дороги нету. Если я потушу приборку, то блок просто сдохнет, погибнет. Вот и все. Его только потом на столе вскрывать и пробовать прошивать. Только так. Это вообще большой геморрой на самом деле. И бывают такие нюансы. Бывают с электрикой проблемы. Машины после ДТП. Я вообще такие тачки ремонтировать даже не хочу. Потому что там жди больших проблемосов. Машины утопленники попадаются тоже. Бывает такое. Поэтому Honda это такая машина, которая... Эта машина реально киндер-сюрприз. И бывает машина идеальная, а бывает не идеальная. Вот и все прикол. Любой мастер меня сейчас поймет, о чем я говорю. Что, какие приколы бывают с машинами, когда их ремонтируешь. Ну и вот, как бы так. А те, кто вводит эти машины, они этого всего понять не могут. Они этого не знают. И они могут только писать всякую хиромантию в группах своих, в WhatsApp. Вот, что вот этот дорого берет, этот недорого берет. Для них-то вопрос цены только один. Дорого и недорого. А качественно или некачественно, это уже его не волнует, по большому счету. Так что ставьте лайк, ребята. Так вот, меняю колодочки, накладки. Вот клиент купил вот такие вот накладки. Это у нас... Не знаю, что за фирма даже. Кашияба Corporation Premium. Ну, на Японию похоже. Кашияба Везель Одиссей. Колодки. D52 14M. Номер, видать. Такие накладочки. Сейчас будем ставить. Сравниваем толщину колодок. Вот такая вот. Разница будет большая. Эта колодка уже выработалась почти. Ну, поездила бы, конечно, но уже лучше поменять. Вот, вторая такая же. Меняю колодочки. Все, колодки на Везеле поменял. Немножко тормозухи вышло. Сейчас долью, прокачаю маленько. Ну, в общем, вот такие накладки были. Ну, еще были. Вот, очень тонкие. Здесь поменьше еще даже. В общем, вот такие накладки. Все. Сейчас колеса поставлю. Прокачаю тормоза, колес поставлю, буду отдавать клиенту. Ну все, приехал хозяин испытывать свой аппарат. Вот так вот сейчас прокатимся, посмотрим, какие изменения, что скажет. Ну, она у тебя и так неплохо ехала, да? Ага. Ну, Подождем. ну, посмотрим, Как что изменилось. Она уже нагретая, я на не гонял. Она теплая уже должна быть. Ну, пусть подогреется. Ну, Вот когда включаешь, да, Ага. чуть-чуть пинается. м, 2 раза 3. м. Сейчас вообще не пинается. Сейчас заряд будет лучше держать она. Должна. По крайней мере, всем, кому прошивки новые ставили, все говорят так. И когда вот переходит на на двигатель Ага. и слегка чуть-чуть они тоже. Рывок был, да? Да, рывок был. Че, куда? Налево, направо? Туда лучше. Ага. Сейчас посмотрим, затестим. Ну. Хрена он-то. На тормозную. На Волге че, чувак, А. тормозов не видит. Нормально, без пинков. Сейчас спорт включим. О, бля, вообще четко, да. Плавно идет, да? Да. Ну, Ага. смотри, до сотки быстро сразу. Ага. Так она должна ехать. Она сейчас у тебя примерно как с завода едет. Как должна была выпуститься. Подшипник смазанный. Это очень много чего дает. А сцепа у тебя вообще хорошая. Вот диски толстые прям вообще.
Ну, вовремя сейчас главное масла меняй и все. Ага. Калибровки каждые 10 тысяч километров. Спортик. На спорте. Ну, в общем, изменения есть, да? Да, относительно. Ну, слава богу. Ну и мне что понравилось, машина мозги не делала Ага. вообще. Очень хорошо ровно, это. да? Да, вообще Ага. все калибровки, без задоринки. Обычно что-то где-то все равно какая-то машина нам постоянно мозг подъедает. Ага. То калибровка не проходит с первого раза, то еще что-нибудь, то прошивка не шьется, то еще что-то. Здесь вообще быстро, раз, все. Тормоза как? Чок. Да? Плавно тормозит. М. Ну, колодки уже были Ага. такие уже. Уже закусанные Мгм. были. Короче, суппорт я тебе этот не стал трогать. Ага. Я его посмотрел, когда я расслабил, Ага. хорошо крутится. Ага. Поэтому грязь убрал просто, помыл и все. Всё. Спасибо. Ну все, ребята, ставьте лайк. Такой везель получился крутой. Ой, карен тутарада. Масонату. Наш подписчик тоже. Ага. Времени года лишь 3 месяца срока. Мне ж в любую погоду на 3 года Марокко, на 3 года